Здравствуйте, в эфире «Настоящее время», в студии в Вашингтоне, с вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ответственность за мигрантов должны взять на себя все члены Евросоюза. Кандидат в президенты США, миллиардер Дональд Трамп, отказывается покидать передовицы американских газет. И сыр в России больше, чем просто сыр. Специальный репортаж из Москвы. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Беженцы. Великое переселение народов 2015 продолжается. Европа к нему оказывается не готовой. Так в Венгрии могут ввести чрезвычайное положение. На ближайшем заседании парламент страны попытается предложить план, что делать дальше. Тем временем сотни мигрантов проводят минувшую ночь в забитом битком поезде на границе Австрии и Венгрии. Люди отказываются ехать в лагерь для беженцев, требуют, чтобы состав продолжал путь далее в Германию. Венгерские власти совладать ситуацией пока не могут. Тем временем канцлер Германии Меркель и президент Франции Олланд видят выход в распределении мигрантов, а значит ответственности по всем 28 странам-членам Союза. Сейчас весь мир должен решить, как будет выглядеть Европа. Мы – сообщество тех, для кого важны человеческие ценности. То, о чем говорится в Женевской конвенции. И теперь в Украину. Жители разрушенных войной городов и поселков Донбасса подают иски в Европейский суд по правам человека. Требуют компенсации от России как страны-агрессора и от Украины как государства, не защитившего, по их мнению, их интересы. Всего уже подано около 500 заявлений. У людей есть шансы на победу, уверены адвокаты Хельсинской группы, ведь Россию уже обязали выплачивать подобную компенсацию жителям Чечни. Сейчас рассматриваются подобные дела по Приднестровью. Мои коллеги расскажут историю семьи переселенцев из поселка Пески, что недалеко от Донецка. С собой из Песок Игорь и Елена Лошадкины забрали собаку Наташу и немного вещей. То, что вот в багажник автомобиля, и то не нашего, а ротного командира правого сектора влезло, то вывезли. Сейчас их дом, выгоревший изнутри, выглядит так. Вот здесь жили люди, мастерили, и вот на тебе. Все, нету дома. Это специально для Лошадкиных сняли волонтеры. Видео передадут в Европейский суд по правам человека. Игорь ковал на заказ. Мастерские и оборудование он оценил в $200 тысяч. Дом в 50. Возмещение требуют от двух государств одновременно. От России и Украины. В милиции должны завести уголовное дело, признать нас потерпевшими и внести наше уголовное дело за каким-то номером в единый реестр досудебных расследований. Вот единственное, что они сделали, они внесли в единый реестр и выдали нам об этом бумажку. Вот это то, что сделала Украина. Адвокат семьи Лошадкиных Юлия Науменко представляет украинскую Хельсинскую группу. С переселенцев денег не берет. Ее работу и работу коллег, которые подают такие же иски, оплачивают грантодатели из Европы и США. Тут идет нарушение права на жизнь, нарушение права на имущество, нарушение права на приватное жилище, учитывая то, что они остались без жилья и были вынуждены переехать. Вот. Ну и нарушение права на эффективные средства расследования, потому что Украина, в общем-то, только сейчас зарегистрировала заявление о преступлениях. Юлия говорит, решения по делу ждать придется минимум 5-6 лет. Лошадкины пытаются наладить быт в съемном доме в селе Лычанка под Киевом. Местный сельсовет выделил им 7 соток земли вот на этом пустыре. Супруги мечтают, когда получат компенсацию от России и построят свой новый дом. Ирина Ромалийская, Максим Дрозденко. «Настоящее время». Украинские патриоты на Венецианском кинофестивале. На предпремьере на показ фильма «Зима в огне» его режиссер Евгений Афинеевский приезжает в вышиванке. И это при том, что он уроженец Казани, эмигрировавший в 90-е в Израиль. В Италии режиссер представляет тех, кто борется за независимость Украины. Именно о патриотизме, как говорит сам Афинеевский, его документальная лента, снятая во времена Евромайдана. Быть патриотом не значит быть рожденным в определенной стране, говорит режиссер. Быть патриотом значит быть с этой страной сердцем и душой. И я считаю, что мой фильм – отличный образец патриотизма. По нему можно учить молодые поколения, как отстаивать свои позиции ради страны. Это также отличный пример того, что власть в руках народа, а не представляющих его политиков.
Кадры, вошедшие в фильм, снимали 28 операторов-любителей. Афинейский и сам провел на Майдане почти 3 месяца. Для меня этот фильм был посвящением, памятником тем людям, некоторые из них уже не с нами, которых я встретил на Майдане, говорит режиссер, с которыми я стоял там, несмотря на тяжелые условия, несмотря на холод и летающие над нами пули. В прошлом году другой документальный фильм об украинской революции «Майдан» Сергея Лазницы показывали в Каннах. Там картину встречали овациями. Афинейский, который снимал свою документалку для американского производителя сериалов Netflix, считает, что ленты получились абсолютно разные. Это «Настоящее время». Скоро в нашем эфире материал о политических сувенирах по разной линии фронта в Украине. Вымпелы, значки, матрешки и марки. А прямо сейчас время передавать слово в Вашингтон. В США реагируют на комментарии российского МИД о введении новых санкций в отношении Москвы. Игорь. Спасибо, Сергей. Действительно, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест прокомментировал заявление российского МИДа о том, что Москва пойдет на ответные меры в случае принятия США новых санкций против России в связи с кризисом в Украине. Как констатировал Эрнест, Соединенные Штаты уже почти 1,5 года эффективно сотрудничают со своими европейскими партнерами с тем, чтобы экономически изолировать высокопоставленных российских должностных лиц. По словам представителя Белого дома, экономическое давление оказывается для того, чтобы заставить президента Путина изменить свои планы в отношении действий его страны на территории Украины. Сразу в 6 странах Восточной Европы в четверг официально открылись центры НАТО. В каждом из них будут работать около 40 офицеров. Новые структуры Североатлантического альянса в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Болгарии и Румынии призваны координировать подготовку сил быстрого реагирования. В церемонии открытия штаба в Вильнюсе принял участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Россия несет особую ответственность, поскольку до сих пор продолжает поддерживать сепаратистов, нарушая тем самым Минские соглашения. Я приветствую решение Верховной Рады Украины по децентрализации. Это демонстрирует то, что Украина выполняет Минские соглашения. Я подчеркну важность того, чтобы все остальные делали то же самое, полностью соблюдали режим прекращения огня и Минские соглашения в целом. На церемонии открытия также присутствовала и президент Литвы Даля Грибускайте, заявившая, что Россия не может быть партнером НАТО, поскольку агрессия России в Украине представляет собой опасность для всего европейского континента. В феврале 2015 года руководство НАТО объявило об открытии в Восточной Европе новых центров с целью противостояния агрессивным действиям со стороны России. Силы быстрого реагирования, создать которые было решено на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, будут насчитывать около 40 тысяч человек. При этом в НАТО продолжают настаивать, что Альянс будет придерживаться договора об ограничении вооружений в Европе от 1997 года, по которому НАТО обязалось не размещать вблизи российских границ значительные боевые силы. Президент России Владимир Путин находился в Пекине на праздновании 70-летия победы над Японской империей. Российского лидера ожидали и в Токио позже в этом году. Однако нарастание напряженности из-за территориальных споров и санкций в отношении России за ее роль в конфликте в Украине может негативно повлиять на дальнейшее развитие отношений между странами. Подробности в репортаже из Москвы. На торжествах в Пекине по случаю 70-летия победы над Японской империей премьер-министр Японии Синдзо Абэ не присутствовал. Президент России Владимир Путин был почетным гостем. После введения Западом санкций из-за Украины Москва совершила поворот в сторону Востока, но не Японии, которая поддержала ограничительные меры. К сожалению, у российской политической и экономической элит большой интерес к Японии отсутствует. В Японии зеркальная ситуация в отношении России. Напряженность между странами возросла в августе после того, как российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил оспариваемые Японией острова. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, иронизируя по поводу протестов в Токио, заявил, что японским чиновникам стоит подумать о харакири. Япония отложила ранее запланированный визит министра иностранных дел в Москву и переговоры о визите президента России в Токио. Путин одобрил визит Медведева с тем, чтобы послать сигнал Токио. Мы тоже можем быть жесткими. У вас санкционная коалиция, у нас наследие Второй мировой войны. 70 лет спустя территориальный диспут остается настолько острым, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. Японский премьер Абэ на встрече Большой Семерки в мае заявил, что он хотел бы начать переговоры с Россией только из-за опасений, что Москва и Пекин объединятся против Токио.
Тем не менее, некоторые аналитики сомневаются в прочности альянса России и Китая, отмечая при этом, что диалог с Токио в интересах каждой из сторон. Самый эксцентричный кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз произвел фурор. Он публично отказался от участия в предвыборной кампании в качестве независимого кандидата и даже подписал обязательство о том, что будет бороться за номинацию исключительно как республиканец. В результате лидерство Трампа среди однопартийцев еще более укрепилось, в то время как рейтинг фаворита демократов, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, стабильно снижается. Последние подробности предвыборной борьбы в материале Вадима Оленичева. В начале президентской гонки кандидаты-республиканцы оценивали свои шансы не по отношению друг к другу, а по отношению к Хиллари Клинтон. Они словно не сомневались, что ни о каком другом демократическом кандидате речи и быть не может. Но события развивались иначе. Рейтинг симпатии электората к бывшей первой леди и госсекретарю США неудержимо катится вниз. После скандала с ее служебной корреспонденцией из прошлого Хиллари Клинтон вновь возникла другая нелицеприятная история. Атака на консульство США и гибель посла Стивенса в ливийском городе Бенгази 3 года назад. Специальный комитет Нижней палаты Конгресса США в четверг заслушал за закрытыми дверями бывшую главу аппарата Хиллари Клинтон в Госдепартаменте Шерил Милс. Мне очень не хотелось бы, чтобы это расследование было направлено прежде всего на то, чтобы пустить под откос предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Гораздо важнее выяснить, на что пошли $4 миллиона из карманов налогоплательщиков и что именно произошло в Бенгази. На пятницу в комитете запланирована дача показаний еще одного бывшего сотрудника Клинтон Джейка Салливана. Однако его откровенные ответы могут стать поводом для нового скандала. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Брайан Паглиано, как раз отвечающий тогда за пресловутый частный сервер госсекретаря, воспользовался 5-й поправкой Конституции и отказался от дачи показаний. Результатом такого развития событий стало дальнейшее укрепление позиций нынешнего фаворита среди республиканских кандидатов, миллиардера-девелопера Дональда Трампа. Лишь недавно на первых телевизионных дебатах Трамп оказался единственным из кандидатов-республиканцев, кто не захотел сразу же отказаться от возможности участвовать в гонке как независимый кандидат. И вот не прошло и месяца, как он дал обещание баллотироваться только в качестве представителя республиканцев. Такое возвращение Трампа в лоно республиканской партии на данный момент, возможно, является необходимым условием для поддержания его лидерства. Это демонстрирует и обновленный на этой неделе рейтинг, опубликованный агентством Рейтер. Он ставит Трампа на первую позицию уже с 30%. Этот показатель более чем в 2 раза превышает рейтинг ближайшего соперника Дональда Трампа, чернокожего Бена Карсона, имеющего лишь 12,5%. Я думаю, большинство кандидатов-республиканцев все еще побаивается Трампа. Но не потому, что они так уж его уважают или уверены в том, что он получит номинацию. Просто они понимают, что многие в партии ему симпатизируют. Таким образом, оба кандидата, которые могли бы участвовать в выборах как независимые, Дональд Трамп и Берни Сандерс, баллотируются, соответственно, от партии республиканцев и демократов. Это значит, что обе ведущих партии избегут угрозы того, что крайний претендент слева или справа может отобрать у них часть голосов. Получается, что и на этот раз все будет зависеть от выбора независимой части электората. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время. Вашингтон. Судья Федерального окружного суда в штате Кентукки отправил за решетку Ким Дэвис, местную чиновницу, которая отказалась регистрировать однополые браки. Напомним, Верховный суд США в июне этого года признал гей-браки законными на всей территории страны. Но Ким Дэвис пошла на принцип, ссылаясь на свои религиозные убеждения. А гей-пары, которым она отказала, подали в суд. Роман Мамонов продолжит тему. Страсти у здания Федерального окружного суда в городке Эшленд, штат Кентукки, в четверг кипели ничуть не меньше, чем в июне у Верховного суда в Вашингтоне. Почти по тому же вопросу – регистрация однополых браков, а вернее о праве отказывать в их заключении из-за религиозных убеждений. Ответчик Ким Дэвис, глава секретариата округа Роун. В США эти ведомства ответственны за выдачу автомобильных номеров, водительских прав и удостоверений личности, а также регистрацию браков. И подпись Дэвис должна стоять на брачном свидетельстве. Но чиновница заявила, что гомосексуализм – грех, власть у Бога, и Верховный суд ей не указ. И отказалась регистрировать не только гей, а вообще все браки. Under whose authority are you not issuing licenses? Your lawyers tell you. Did God tell you to do this? Did God tell you to treat? Дэвис даже подала жалобу в Верховный суд, но получила отказ. Однако и это не заставило ее выполнять свою работу. В результате гей-пары, которым отказали в праве узаконить отношения, подали в суд, требуя наказать чиновницу за невыполнение служебных обязанностей и отказ исполнять решение суда.
Я думаю, что она имеет право не регистрировать браки, потому что у нее есть вера. И они должны уважать ее и зарегистрироваться в другом месте. Мы уважаем веру других, но это юридический вопрос. Это не религиозное учреждение. Из двух вариантов наказания для чиновницы, штраф или арест, судья выбрал второе. Он уточнил, что если люди будут выбирать, какие законы выполнять, а какие нет, это приведет к проблемам. За решеткой Дэвис останется до тех пор, пока не согласится регистрировать гей-браки. Сейчас сложилась любопытная ситуация. Уволить чиновницу нельзя, она заняла пост клерка округа, победив на выборах. Отправить ее в отставку может только Конгресс штата Кентукки, тот самый, который до этого отказывался разрешить гей-браки. Впрочем, она сама может уйти в отставку и стать символом движения против гей-браков. Даже без работы, без денег она не останется. Например, американские консерваторы пожертвовали почти $1 миллион хозяевам пиццерии в Индиане, которые заявили, что не будут обслуживать геев. Роман Мамонов, в настоящее время, Вашингтон. Между тем, в пятницу утром стало известно, что в канцелярии, которую возглавляет находящаяся за решеткой Ким Дэвис, однополым парам стали вновь выдавать свидетельства о браке. Кровь Майдана, война, экономический кризис. Поразительно, но боль, испытания и трудности украинцы пытаются преодолеть, в том числе с помощью сатиры и юмора. Сергей, продолжайте. Так и есть, Игорь. Например, на сувенирных развалах Киева можно найти рулоны туалетной бумаги с портретами Путина, коврики для вытирания ног с изображением бывшего президента Украины Януковича. Но если к такой продукции гости столицы уже привыкли, то, например, в Донецке, где в отличие от Киева туристов сейчас нет, появились марки с лицами так называемых полевых командиров непризнанной ДНР. О политических сувенирах по разной линии фронта Екатерина Пономарева. Андреевский спуск – самое сувенирное место Киева. Здесь продают все, что связано с Украиной. Вышиванки, магниты, брелоки и туалетную бумагу с Владимиром Путиным. Рулоны, где вместо фамилии русского президента напечатано нецензурное слово, в топе продаж последние 1,5 года. Ну, берут иностранцы, да. Насколько часто? Сколько вы можете таких вот рулонов с Путиным продать за день? Ну, если есть какие-то люди, ну, бывает там 5 из 10 могут купить, потому что вызывают улыбку на лице. Продавец Иван говорит, торговать Путиным на рулонах ему не нравится, но приходится. Политика его фирмы последние 1,5 года неразрывно связана с ситуацией политической. На такие сувениры спрос выше. Поток туристов снизился, и следить за их спросом приходится как никогда внимательно. Ну вот обычные матрешки мне больше нравится продавать, потому что они красивые. Это некрасивое. С них меньше... И, во-первых, она 25 гривен стоит, матрешка красивая стоит, там, например, 500 гривен. Но берут лучше это? Да нет, это чисто индивидуальное, понимаете? Мне, например, я бы никогда бы себе не купил. И вам бы тоже не советовал, потому что это пошло. Вместо дорогих матрешек и резных шкатулок у него теперь часто покупают нашивки Нацгвардии, украинские флаги и толстовки с надписью «Укроп». Эти сувениры он закупает на Майдане. Здесь на лотках можно найти и магниты с фотографиями февральских боев в центре Киева. Или вот жемчужины местной коллекции. Вымпел, который простоял, точнее провисел весь Майдан. Для нас он буквально бесценен. Видите, он подмок, тут даже пахнет Майданом. Он стоял с нами, я вам дарю. Это уже архив, раритет. Покупателей и здесь немного. Нам встретился только Тарас из Закарпатья, врач миротворческого полка. Он заехал в Киев по дороге со службы. Мужчина год тянул лямку под счастьем в Луганской области. Что бы взяли вот из этой суммы? Футболка Украина, да, и кепку. Почему? А просто нам нравится. Цвета украинские. Потому что свое родное? Да, думаю так. Зеркальное отражение киевских политических сувениров в магнитах, брелоках и постерах из так называемой ДНР. Вот только герои и символика на них совсем другие. Ну вот, например, это первая почтовая марка самопровозглашенной республики. И на ней 2 полевых командира – Гиви и Моторола. Такие вот еще есть вымпела по 40 гривен или 80 рублей. Есть двухсторонние. Тоже в машину цепляются. Прилавок Ольги из Донецка пестрит цветами флага непризнанной республики. Вот только в отличие от коллеги из Киева, женщина, закупая товар, не ориентируется на интересы туристов. Здесь их просто нет. Молодежь покупает, чуть постарше везут в Россию на сувениры.
Да и так себе на сувениры набирают. Ополченцы тоже подходят, очень много чего берут. Ассортименты киевские продавцы и донецкие постоянно обновляют. Так еще весной прошлого года на Майдане можно было купить коврики для ног с фотографией Януковича. Теперь это настоящий дефицит. Продается только на форумах в интернете. Так что туалетная бумага с Путиным в скором времени тоже может стать товаром коллекционным, если рулоны покупатели не используют по назначению. Екатерина Пономарева и Азат Интымаков. До настоящего времени. Ввоз санкционной продукции в Россию после принятия решения об ее уничтожении сократился в десятки раз. Это фраза из отчета министра сельского хозяйства России Ткачева об успешной борьбе, в том числе с иностранной едой. Менее чем за месяц в стране сожгли, раздавили и закопали более 600 тонн продуктов. Теперь у россиян, по мнению Ткачева, появилось гораздо больше шансов получить более вкусную и здоровую пищу. Так ли это на самом деле, выяснял мой коллега Вадим Кондаков. Полки российских супермаркетов, по ассортименту которых еще год назад можно было географию изучать, стали теперь скромнее и патриотичней. Прямо как выставка достижений народного хозяйства. Я, конечно, очень рад, что появляются там всяческие маленькие сыроварни и все остальное, но вынужден огорчить всех наших сограждан, которые говорят, а вот наш-то пармезан. Ну, что я могу сказать? Это приблизительно как наш коньяк и наше шампанское. Бизнесмен Потапенко, редкий нынче экземпляр, не боится открыто ругать власть за продовольственные антисанкции. Говорит, так не делается. Сначала запретили, а потом стали искать, чем заместить. То гуана, которое сейчас мы вынуждены выкладывать на полки магазинов, которое даже носит, как обычно, надпись «пармезан» там, или далее по списку, оно к сырам не имеет никакого отношения от слова «совсем». Пармезан теперь во всех спорах главный аргумент, как основная жертва импортозамещения. Ведь сыра стали привозить в 10 раз меньше, а делать в России лишь на 10% больше. Но цифры – это же неинтересно. Важнее, что мы обошлись без их сыра, как обойдемся и без всего остального. Вот оно. У нас что, своего пива нет? Это теперь не хулиганство, а защита отечественного производителя. По магазинам страны шастают казаки, молодые активисты и просто озабоченные граждане. Ищут санкционку. Тут же видно все, понимаете, все даже не скрывается, все даже по-английски написано. Понимаете, даже состав, и то по-английски написан. Поэтому магазины хоть и повышают цены, но при этом превентивно признаются в любви ко всему российскому и отказываются от привозного. Чего ради рисковать? Любителей пармезана в России, ну дай бог 2, может быть 3% населения всей страны. Притом эти 2-3% ежегодно ездят отдыхать куда-нибудь, и я знаю, точно везут с собой обратно, в том числе и пармезан. Раньше Андрей Даниленко был успешным фермером, получил даже негласный титул молочного короля, а теперь стал лоббистом и радуется санкциям. То, что закрыли на год, это для нас благо, а с другой стороны, то, что закрыли всего лишь на год, не дает нам того стимула, чтобы сказать, все, мы теперь вот только и будем делать, что вкладываться в собственное производство. Однако производителям пока приходится вкладываться не в собственное развитие, а в то, чего они лишились после введения продуктового эмбарго. Санкции нас поставили такую в жесткую конкуренцию за сырье. Сырье перестало приезжать из-за границы, соответственно, те, кто традиционно потреблял его, начали покупать на рынке. И поэтому спрос на сырье резко вырос. Сыр в России теперь больше, чем просто сыр. Это символ импортозамещения. И никого, кроме самих производителей, не волнует, что его приходится делать на европейском оборудовании и с использованием привозных ингредиентов. У нас креветка не российская и грибы немецкие. Потому что, не знаю, в России нет нормальных грибов, которыми можно делать сыр. Мы покупаем в Германии. Говорят, чтобы вкусно и сытно питаться, россиянам придется чуть-чуть поголодать. Может год, может 2, пока отечественные производители не научатся импортозамещать. Но разве это высокая цена за восстановленную национальную гордость? Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Кровь на улицах Душанбе. В Таджикистане на рассвете звучат выстрелы. В результате 3 перестрелок погибают 8 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, 2 нападавших убиты ответным огнем, 3 ранены. Первая перестрелка в столице, в районе аэропорта. Нападавшие врываются на территорию воинской части и захватывают оружие. Вот кадры с места преступления.
Следующая перестрелка в пригороде Душанбе, где совершается нападение на местный отдел милиции. По официальной информации устраивает его преступная группировка. Позже в столице обстрелу подвергается и пост ДПС. Новостной сайт «Азия Плюс» сообщает, события в Душанбе могут быть связаны с избиением сотрудниками милиции студента Умара Бабаджонова и, по сути, являются местью, однако МВД эту информацию позже отрицает. Днем становится известно, замминистра обороны Таджикистана отстраняют от должности в связи с совершением преступления, говорится в сообщении на сайте президента страны. И к вечеру появляется информация МВД, что замминистра мог быть вот как раз главой организованной преступной группировки. Посольство Соединенных Штатов публикует заявление на своей странице в Facebook, где выражает соболезнования по поводу гибели людей в Таджикистане. Также далее, у меня в руках эта бумага, отмечается, посольство заявляет о том, что дипведомство закрывается, а официальным представителям США рекомендуется не покидать свои места и не отправлять детей в школу. Граждан США призывают к спокойствию. Вновь время эфира из США. В Нью-Йорке растет противостояние между таксистами и частными водителями. Игорь, расскажите, что происходит? Да, действительно, Сергей. А это противостояние вышло на новый интернет-уровень. Тысячи нью-йоркских таксистов вступили в борьбу с конкурентами из Uber и Lyft с помощью их же оружия – приложения для смартфонов. Uber и Lyft – это сервисы персональных водителей, которых можно вызвать с помощью специальных приложений для телефона. Деятельность Uber вызывала протесты во многих европейских странах и американских городах, прежде всего со стороны таксистов. Деньги за лицензии они заплатили гигантские, а пассажиры уходят конкурентам-частникам. Но теперь нью-йоркские водители такси получили оружие возмездия. Майк Эпли, создатель Aero, уверен, что дела таксистов пойдут в гору. Он демонстрирует работу Aero, которая позволяет подозвать такси, не поднимая руку, а нажав лишь одну кнопку на телефоне. Теперь вызов такси – дело быстрое и удобное. Вам не придется стать под дождем с поднятой рукой. К тому же, в отличие от Uber, цена поездки всегда стандартная, не меняется в зависимости от времени суток и спроса. Как только таксист принимает заказ, пассажир видит на телефоне номер его лицензии. Нью-йоркские таксисты считают, что игра может стоить свечи, что у них есть шанс обыграть Uber на его собственном поле. Сейчас приложение тестируется на 7000 такси. В Арктике потепление происходит быстрее, чем где-либо на планете. Побывав на Аляске, президент Обама подчеркнул, что необходимо принять меры для решения проблемы изменения климата. В противном случае придется иметь дело с самыми серьезными последствиями. Президент также хотел бы, чтобы ему объяснили, почему в последние месяцы на Аляске гибнет так много китов. С мая этого года на побережье Аляски выбросило 30 мертвых китов. Обычно за год гибнет в среднем не больше 8 китов. Теперь это случается гораздо чаще, и это причина для беспокойства. Такая экстремальная смертность, как это называют ученые, заставила заняться изучением этой проблемы. Может быть, нам удастся определить, в чем причина. Вирус, столкновение с кораблями, а может быть, цветение ядовитых водорослей. Большинство водорослей безопасны. Токсичные, смертельные для морской фауны водоросли встречаются реже. Самое большое скопление цветущих ядовитых водорослей за последние 10 лет наблюдалось в июне вдоль побережья Тихого океана. Причинами стали теплая вода и солнечная спокойная погода. Ученые попытаются обнаружить признаки отравления китов водорослями. Многое зависит от места в пищевой цепи. Чем выше место, тем выше концентрация токсинов. Температура воды у побережья Аляски повышается. Эта тенденция началась в 2014 году и продолжается по сей день. В настоящее время она уже на 3 градуса по Цельсию выше нормы. Ученые полагают, что причиной этого конкретного явления – теплое течение Эль-Ниньо, а также направление и скорость ветров, и это не имеет никакого отношения к изменению климата. Однако из-за выбросов парниковых газов на планете становится теплее, причем в Арктике это происходит быстрее, чем где-либо еще на планете. Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы надеется на то, что исследования смогут пролить свет на причины массовой гибели китов. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В субботу в нашем эфире
Украина. Запах пороха в общественных дискуссиях. Гранаты Урады, раскол коалиции. Что дальше? Обсуждаем ситуацию с бывшим послом США в Украине. Чему Америка научит Украину? Морской бриз-2015 начался в Черном море, а также игра мускулами российского и китайского президентов в прямом и переносном смысле. Все это в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.